Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует старший концертный хор детской музыкальной хоровой школы «Соловушка», неоднократный лауреат всероссийских и международных хоровых конкурсов, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Татьяна Сидельникова. Хормейстеры, отличник культуры Республики Саха-Якутия Снежана Марченко, Раиса Кузьмина, Алина Кудряшова. Концертмейстер Аида Ахметова. Потеряйка. Христос воскресе! Бортнянский. Слава Отцу и Сыну. Бортнянский. Слава Вышних Богу! Слава
Чесноков, не умолчим никогда, Богородица. Сергей Рахманинов, «Богородица, Дева, радуйся».
Сергей Рахманинов из цикла «Шесть хоров» на стихи русских поэтов. Слова Некрасова. Славься. Слова Цыганова. Неволя. Слова Лермонтова. Ангел. Песню он пел.
Русская народная песня в обработке Козлова «Ах ты, степь широкая». Русская народная песня в обработке Оленина «Айда у соловушки». Русская народная песня «В темном лесе».
Русская народная песня в обработке Грибова «Во поле береза стояла». Русская народная песня в обработке Тугаринова «В деревне было в Ольховке». Ой,
Ким. Слова Дашкевича. Ходят кони. Русская народная песня в обработке Самариной. «Четыре ветра».
Linda Spivacek, Gloria. Дунаевский. Хорошо. Из кинофильма «Испытание верности». Солистка Анастасия Морозова. Хорошо.
Проститов. Слова Федоровой. Искусство — спасительный свет. Кикта. Многое лето. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам многое лето. Многое
многоуважаемая Татьяна Алексеевна, дорогие ребята, дорогие братья и сестры, позвольте вас в первую очередь всех поприветствовать с великим праздником Светлого Христового Воскресения. Христос воскресе! Вы поистине сегодня, в дни Светлой Седмицы, усугубили наш праздник здесь, в нашем кафедральном городе, в городе Якутске. Я хотел бы вас в первую очередь поприветствовать от имени нашего владыки, Преосвященнейшего Романа, епископа Якутского и Ленского, которого вы буквально опередили на один день, приехав сюда, и знаю, что сейчас вы с ним виделись и встречались в городе Нерюнгри. Но владыка сейчас задержался вместе со своей паствой в городе Алдане, где совершает богослужение, встречается с молодежью и буквально через некоторое время тоже будет здесь в Якутске. Ваш хор, ваш коллектив давно нам полюбился, и об этом свидетельствовал неоднократно владыка Роман. Чаще всего мы вас слышали в Южной Якутии. Добро пожаловать в город Якутск. Добро пожаловать в кафедральный город, где мы вас с большой радостью видим, слушаем и очень любим. Сказать о вашем коллективе пару слов – это не сказать ничто. Попросил бы сейчас весь зал поаплодировать и поприветствовать, ведь Соловушки недавно отпраздновали 25-летие своего существования. Коллектив, который выпустил не только замечательных, талантливых певцов, руководителей, но который принимал и принимает участие во многих мероприятиях, конкурсах и богослужениях. Соловушки являются не только лауреатами всероссийских конкурсов, но многих международных конкурсов. Их знают не только в нашей стране, в России, но и за пределами. Ведь Соловушки объездили уже многие страны и свидетельствуют и о нашей культуре, и о православии всему миру. Я хотел бы остановиться еще на двух значительных моментах в истории этого коллектива, когда вся наша республика и все мы праздновали 375 лет вхождения Якутии в состав российского государства, а затем 380-летие вхождения Якутии в состав России. Этот коллектив принимал участие в патриарших богослужениях, где исполнял песнопения в главном храме всей Русской Церкви, в храме Христа Спасителя, за божественной литургией Святейшего Патриарха. Вам огромное спасибо, вы не просто справились, вы были на высоте. Не могу не остановиться и на недавнем опыте, который мы осуществили. Мы впервые исполнили ночную литургию прежде священных даров на Третьем съезде православной молодежи. И эта литургия была незабываемой. После этой литургии я получал еще очень много СМС-сообщений, сообщений в социальных сетях от жителей города Нерюнгри, от тех, кто собрался на этот съезд. Эта литургия действительно была и миссионерской, она действительно была очень красивой. И то, что в вашем репертуаре не только песнопения на стихи разных классиков, а очень много духовных песнопений, говорит о том, что вы своим талантом щедро делитесь с окружающим, но вы еще и благодарные люди, потому что вы от всей души, от всего сердца своим талантом, своими голосами прославляете Христа воскресшего. Христос воскресе! Но я еще должен выполнить благословение Преосвященнейшего Романа, и так как этот год юбилейный для вас, год 25-летия, преподнести от него дары.
Примите на память от Преосвященнейшего Романа образ святителя Иннокентия, просветителя Сибири и Америки, небесного покровителя Якутии и всего Дальнего Востока. Вы тоже в некой степени миссионеры. Своими голосами, своими концертами вы прославляете Христа и доносите до разных регионов, до разных уголков нашей необъятной республики эту весть о Христе воскресшем. Пусть этот образ нашего просветителя и апостола будет для всего коллектива напоминанием о том, что вы не меньше, чем священнослужители, не меньше, чем все те, кто находится в стенах храма, тоже несете свое служение своим талантом. Примите этот образ, этот букет, знак нашей любви и благодарности вам. Ну и Владыка попросил меня от имени всех нас с каждым из коллектива похристосоваться и преподнести в дар сладкие подарки и, как благословение, образа на память. Христос воскресе! Давайте поаплодируем еще раз. Мы благодарим вас. Наш нижайший поклон владыке. Спасибо вам, отец Никандр, за такие слова. Мы, наверное, я не знаю, может быть, немножко действительно заслужились того, что вы говорили. Я очень волнуюсь и очень приятно. Спасибо всем за внимание.